Добрый день, меня зовут Саразиева Алия Абраровна, я врач-травматолог-ортопед, работаю в ГАУС ДРКБ МЗРТ в травмпункте на Бигичева. Тема сегодняшнего нашего с вами разговора – это сколиоз. Это достаточно очень щепетильная тема в плане детей. Что же такое сколиоз? Сколиоз – это не просто нарушение осанки у ребенка, а сколиоз – это заболевание, характеризующееся видимыми изменениями позвоночника и грудной клетки, также изменениями функции, статики, динамики и также в целом позвоночного столба, которые приводят к нарушению жизнедеятельности организма в целом. Позвоночник ребенка в процессе роста претерпевает изменения. Изначально у новорожденного ребенка позвоночник полностью прямой, но с каждым месяцем появляются изгибы. В первые 3 месяца позвоночник начинает меняться в шейном отделе, именно появляется шейный лордоз, когда ребенок начинает держать голову. Затем ребенок учится сидеть и приобретается уже у нас с вами грудной кифоз. И к последнему году развития приобретается уже поясничный лордоз, когда ребенок начинает ходить. Правильной осанкой считается положение тела, при котором наша с вами голова и туловище находятся на одном уровне и без лишних каких-либо усилий. Соответственно, существует множество факторов, которые могут приводить к сколиозу, то есть к искривлению позвоночника. В первую очередь это либо врожденные, либо приобретенные факторы. Врожденные факторы, как правило, развиваются из-за недостатка витамина D, из-за недостатка кальция и каких-либо ферментов в организме ребенка. А приобретенные факторы – это уже у нас с вами такие факторы, которые регулярно влияют на ребенка. Например, ношение портфеля только на одной стороне, либо в одной руке. То же самое со стороны родителей могут быть такие невнимательные моменты, как ношение ребенка маленького на одной стороне. То есть это тоже может привлечь к возникновению сколиоза. Что касаемо учебных учреждений, это неправильная подборка столов и стульев, то есть не в рост детей. И поэтому с каждым классом необходимо, чтобы была правильно подобранная парта, то есть под рост ребенка и под возраст ребенка. Какие факторы могут еще приводить к сколиозу? Неправильно подобранная мебель уже в домашних условиях тоже со стороны родителей. И, конечно же, приобретенные факторы возникают на фоне того, что слабо развита мышечная мускулатура, то есть это слабо выраженный мышечный корсет. Для этого необходимо заниматься физической культурой, нагрузками. В первую очередь это спортом, но спортом не профессиональным, а индивидуальным, который будет непосредственно направлен на общеукрепляющее здоровье ребенка. Какие виды сколиоза бывают также еще, распределим их по степеням? Это, как правило, 4 степени сколиоза. Первая степень сколиоза – это незначительное искривление позвоночника. Это, как правило, составляет 10 градусов, не более 10 градусов. Никаких видимых косметических моментов нету, болевого синдрома тоже нет. Вторая степень – это уже идет от 10 до 25 градусов. Третья степень от 25 до 50 градусов. Здесь, как правило, если ребенок достиг своего роста, то развитие сколиоза при такой степени уже не должно быть. Ну и четвертая степень – это уже самая крайне сложная степень сколиоза, когда градусы составляют более 50 градусов. Здесь уже необходимо прибегать к оперативному лечению, потому что при этой степени уже очень сильный болевой синдром, явное искривление позвоночника, и возникают такие проблемы, как возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, с дыхательной системой, то есть появляется и одышка, и такие некие простреливающие боли в области грудной клетки именно со стороны сердца. На это тоже стоит обратить внимание. Что касаемо лечения, здесь два вида лечения. Это
консервативное и оперативное лечение. Консервативное лечение направлено на физиотерапию, на массаж, на ЛФК. Вот. Самое важное — отправить, наверное, ребенка на плавание и лыжи, если это зимний период времени. Вот. Так как что плавание, что лыжи очень хорошо способствуют тому, что работает вся группа мышц. Вот. И тем самым укрепляется мышечный каркас, и искривление позвоночника приобретает уже более иной вид под тягой мышц и наших с вами связок. И если уже приобретается либо третья, либо подходит к четвертой степени, то это уже носится жесткий корсет, называется он корсет Шино, вот, который изготавливается под индивидуальные мерки каждого ребенка, вот, и носится он постоянно, вот, кроме того, как он спит. Вот, то есть спит он уже без него. Ну и оперативное лечение это уже самая крайняя стадия, когда необходимо подправить позвоночник ребенка при помощи остеосинтеза, то есть конструкции, которая будет непосредственно вставлена в его позвоночник. Что касаемо профилактики, в первую очередь это необходимо, как я уже говорила ранее, правильно подобрать стул для ребенка, чтобы он правильно соблюдал осанку, чтобы он правильно общеукреплялся и физически укреплялся в плане своей мышечной структуры, то есть это физические какие-то упражнения, ЛФК, спорт, что еще? Наверное, все. Поэтому хочу сказать, что берегите своих детей и правильно выбирайте им столы, стулья и обращайте внимание на все изменения в теле ребенка, которые он вам указывает и